Вот она, душистая, ароматная, прекрасная, спелая, вкусная, а самое главное, выращенная своими руками клубника. И рядом со мной находится человек, который именно выращивает ее на протяжении многих лет, который болеет душой за это, да? Это Георгий Оларь. Георгия знают многие в Якутске, садоводы, которые пытаются вырастить клубнику в условиях Якутии. И вот Георгий, вот вы видите, ему звонят туда. Георгий, смотрите, поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Подворье» сегодня приехала в гости к Георгию для того, чтобы рассказать о том, как можно вырастить клубнику самостоятельно. И Георгий утверждает, что это может сделать каждый. Было бы желание, правильно? Да. Желание. Георгий, давайте начнем с того, как давно вы стали высаживать клубнику и откуда привезли первые свои кустики. И сразу ли дала она плоды, и вы прям поняли, что надо ее родить? Ну, в одно время я выращивал маленькую вот эту мелкоплодную землянику. Ну, в маленьких объемах для внуков, что было. Потом я работал когда-то в госуниверситете с Кривошапкиным Сергеем Георгиевичем, который живет в Амагате, у него он занимается, фермер даже по клубнике. У него очень большие там объемы выращивает. Я к нему заходил туда, с ним бывал вот это. Года 3 назад я стал заниматься тоже уже больше объемом, потому что клубника выгодная, очень вкусная. Внуки мои любят все эти 12 внуков моих, которые они есть. 12 внучат-то надо накормить всех, да? Да, накормить, они помогают, и все, и собирают, и я доволен этим, мне просто счастье вот это. Ну и для этого каждый может выращивать, нету трудностей с ней. Просто профилактику надо делать сразу, вот когда вот ее высадил, да, клубнику. Надо, чтобы опрыскивать ее, там марганцовок обработать землю, чтобы меньше. Она болеет этим грибковым заболеванием, потом по листу тоже есть болячки. Но для этого есть многие препараты, которые помогают, чтобы избавиться от этого. Фитоспорин вот есть, обработал, 2-3 обработки. Потом она любит, клубника сама имеет, есть поздние сорта, есть ранние. Так, ну давайте поэтапно. Да. Ну, приобретаем мы кустики. Да. Какие варианты есть посадки клубники? Есть 3 варианта их, как называется. Вот сейчас мы видим какой? Это на земле называется. Это первый вариант на земле. Это все могут выращивать, голова не будет болеть, просто взять, накрыть соломой или черным материалом. Солома это для того, чтобы вот ягода не пачкалась. Вот она такая красивенькая была. Потому что и сено сама сохраняет влагу. Идет оттуда, когда идет тепло, идет испарение влаги. Она обратно от этой, как называется, соломы достигает и обратно туда попадает. И мы меньше поливаем ее. Ну и ягодка всегда чистая, да, лежит? Ягода чистая первая. Второе есть гидропоника, уже все знают. На гидропонике выращивают. Там специальные предприятия, там все выращивают. Люди не могут делать. И для людей, которые могут заняться, есть вот эта технология, называется малообъемка. А чего? Уже мало объем, значит мало объема земли, и все выращивать. Очень удобно, очень хорошо. Но с ней только возни, как в детском садике. Надо каждый день тратить время на ней, чтобы вот это она вот такая красивенькая, все вот. Ну здесь она густо посаженнее, да, чем вот здесь в грядке? Да. Ну, да, сантиметров 25 вот в шахматном порядке. 30 между собой, а так 20-25 можно вот так. Ну, грядка так была сделана. А почему здесь больше с ней волокиты? С чем это связано? Ну, от того, что мало земли, надо чаще поливать, подкармливать. Ремонтантные сорта, они любят частые подкормки, потому что она дает урожай очень стабильно и очень много по сравнению с другими сортами. Вот, потом, смотрите, мы сейчас вот видим, опыление идет, да, вот посмотрите, летают у нас какие-то пчелки. Пчелка одна. Да, значит, ну, мы приобретаем кустик, выбираем посадку, да, либо мы садим ее на грядках, либо мы садим вот... Ну, для начала, конечно, это как эксперимент можно делать людям, но сначала надо на грядке всадить. Сначала на грядке?
научиться сначала правильно на грядке садить, хотя бы 10 кустиков, ухаживать за ними. А если хотите там вот этот по-другому, ну какой-то сделали ящик или посуду маленькую, 3 кустика, ну, которые хотят в доме затащить вот для удовольствия или все вот это. И такой же уход, опять тот же самый. Ну вот в посуде там опять же поливать как малообъемки чаще. А этот... Так, вот мы, значит, приобрели, выбрали, все-таки на грядке посадили, вот у нас Да, уже да. там уже клубничка. Как скоро даст она, и вообще, когда лучше высаживать, в какой период, и до какого периода можно? Ну, надо стараться высаживать ее раньше, где-то в первых числах мая надо выращивать. Сажать, высаживать, если ага. да, рассаду вот купить или где-то находить, хотя бы до 9 мая. Чем раньше вы высаживаете, потому что в ней кустики это еще не идут в рост. Формируется корневая система, потом листовой аппарат формируется и закладывается цветоносы. Вот закладка цветоносов вот эти, которые вот, где ягоды вот эти, они всегда больше времени тратится, растение тратит на ней, потому что питание должно быть хорошее. Вот, переходим к питанию. Значит, как часто мы поливаем их? Она вообще любит водичку, да? Влажную почву. Когда нет, любит она водичку. Если мы переливаем сильно, тоже плохо. Ягода становится такой водянистой и невкусной. Она кисленькая. А надо, чтобы умеренность, мера, Мера во всем. мера во всем. Хорошо, дальше. Чем мы подкармливаем, как удобряем? И, соответственно, если все хорошо, мы получаем ягоду через какой период времени? Сначала чем удобряем? Удобряем органикой. Ну вот, конский навоз там положили в какую-то посуду, дали побродить. Вот этой раствором делаем, например, литр на 10 литров. Размешали и пошли к каждому кустику налили. Если 10 кустиков, если большой объем, как у меня, конечно, там бочку сделал и побольше вот это. И стараться тоже есть сейчас этих препаратов много, жидкие, которые комплексные удобрения. И азот, фосфор, и этих с микроэлементами. Потому что без них ягода не формируется нормально и для этого. Обязательно вот это. По листу должен быть этот полив. Лейкой прошелся. Прям сверху вот такой, не жалея. Она любит вот по листу вот это. Через лист, она же лист большущий. Идет питание, и туда формируется ягода и все вот это. Тогда очень хороший стабильный урожай. Георгий, я смотрю, у вас здесь скорлупа лежит. Это тоже своеобразная подкормка, да? Любит она? Она, конечно, потому что в ней и кальций, там, микроэлементы, там все вот это. Просто мне лень было, его надо было размельчать в какой-то посуде, чтобы на воде потом этим раствором полить. Сколько, какой примерно объем вы собираете вот со всей вот этой теплицы замечательной? Примерно подсчитывали? В этом году нет. Нет? Осенью посчитаю. Но, кстати, интересный факт, да, что у вас клубника в прошлом году, вы кушали ее до октября месяца, да? Да. Включительно? Включительно до октября ели. Вот так вот. То есть, видите, можно и осенью наслаждаться свежей ягодой. Просто ее надо укрывать. Кустики на улице, если вот выращивать на улице, да, берут, сейчас картонные коробки есть, первый ящик положили, даже вот как показать вам. Первый ящик, вот кустики лежат, положили, а второй побольше ящик должен быть. И получается как картонный, как холодильник получается. В ночное время она стоит накрыта, днем в сентябре месяце солнышко есть, не так холодно, открыли. И вот так. А потом, когда наступает уже снег выпадет или дожди пойдут, берем пленку, над этими ящиками ложим и все, оставляем так. В октябре месяце открываем, собираем весь урожай, она за это время поспевает, все вот почти ягоды. И опять закрыли, и на следующий год она не замерзнет, и ягода будет сохраниться. Это в лучшем случае, но бывают же такие моменты, когда клубничка-то болеет. Вот здесь давайте поговорим про болезни, чего нужно опасаться и зачем нужно следить особо вот именно внимательнее. Первый пору надо землю марганцовкой пролить полностью. Он помогает от грибковых заболеваний, убивает этих микробов. Потом есть другие препараты, там фитоспорин, потом В общем, обрабатываем почву хорошо. Да, обрабатываем почву и сажаем. После этого
уход только за ней смотрим. Который болеет растение, например, да, ее стараемся лечить, не весь этот полностью. Ага. Да, вот как-то есть, как и у людей. Не все же здоровые бывают, двухметровые с этим. Так, а как болеет? Что у вас у нее болеет? Что, на листиках появляется? Да, Паразиты какие-то ее любят или что? вот посмотрите, вот уже этот, видите, Что это значит? эта болезнь называется листовая, это болезнь, она уничтожает листовой аппарат, да, и уменьшается сам, как она называется, урожай. Ага. Для этого надо стараться, вот такие листочки убираем, не даем им, чтобы они развиться. Это обычно у них есть. Для этого надо опрыскивать медным купоросом до цветения. Обработку сделать, как профилактическую сделать обработку. Медным купоросом, потом хом есть. Ну, многие препараты такие вот, которые, ну, до цветения. Во время, когда уже наливаются ягоды, вообще никаких уже обработок, никакие химии Нельзя. ничего не делать. А вот что касаемо корневой системы, что может произойти с ней? Да, корневая система. Привередлива Это ли она? Да. Вот сейчас я Пойдемте туда? покажу даже вот сейчас вот. Пойдемте посмотрим. У нас есть пример, да, наглядный, Да, как да, выглядит больная корневая система клубнички. Куда-то мы его положили. Так, сейчас найдем. Нет. Куда он Вот делся? он. Ага, вот. Давайте Вот. покажем. Вот даже вот пример, да, вот смотрите, как она вот это. Корень не работает, нету ни одного беленького корешка нового. Она жила за счет вот сердечка, который вот тут она есть, да, питалась. И вот даже ягода вот эта, она потом не вытянула, и все, на этом погибла. Для этого надо было обработать сразу. Это грибковое заболевание называется. Грибки, и есть препараты, вот как-то этот фунгицид, название я его забыл, как она называется. А мы потом напишем Да. в этом в соцсетях. Ага. Обрабатываешь, и там эти споры этих грибков погибают. Погибают. Ну, вовремя это надо делать, потому что если нет, потом она от нее распространяется к другим растениям. И для этого надо, вот, если посмотрел, чтобы это, берешь и выкидываешь, или сжигаешь, или близко к твоему огороду, чтобы не было. А, вообще полностью. Да, уничтожить. да, А полностью. как вы визуально поняли-то, что она больна? Она же сверху вроде зелененькая, все. Ну, видать, что по сравнению с другими он слабее намного. Так, вопрос следующий. Я вот смотрю, у вас тут такое орудие Аппарат. лежит. Подметаете, что ли, здесь? Нет, что? нет. Что делаете? Этот опылитель, я всем говорю, многие спрашивали, удивились, говорят, а что это такое? Говорю, этот, многие, если занимаются, вот как я, да, вот это, да, надо, чтобы держать пчел там или шмелей. У нас Для вот пути, опыления, где, да? где их выловить, раз-два видишь за лето. Я беру вот этим веником и вот по цветку вот так стучу, потому что на улице она от ветра проходит вот это сама по себе опыление. На улице. А мы же Да. в теплице, и А мы в поэтому теплице, надо... она стоит на одном месте, ветра нету, ничего не сдувает. Включает иногда вот какие-то вентиляторы, чтобы вот халос вот так и все вот это. А у вас свой А вентиль. я вот прошелся вот так утречком, часов 7 до 8, самое главное, когда еще пыльца не стерилизовалась. Если опоздал, ягода будет некрасивой, уродливой, или мелкой, или не опыляется, например. Не все ягоды завяжутся. Вот, например, не столько ягод будет. Вот, Вот, поглядите. да. Хорошо опыляли здесь. Ну Видно, вот, да? вот все они идут в рост, вот такие красивенькие. Ровненькие, да? Ну, А вот мы все-таки поговорили про опыление, про то, как надо подкармливать, да? А по поводу сортов. Какие сорта все-таки нашим телезрителям лучше приобретать для того, чтобы получить хороший урожай? Какие сорта вообще в Якутии приживаются? ну самое, Попроще. мне кажется, для нас, для Якутии, вот по моему опыту и все вот этот, надо ремонтантных сорта высаживать. Мгм. Потому Это? что ремонтантные сорта, они плодоносят вот с начала лета, весны, ну да, начало лета, вот в июне месяце уже можно кушать ягоду. В конце числа 12 июня, вот если посадить ее уже до 9 мая, а стараться надо до 9 мая, почему? Она любит в холода ее высаживать. Она же от природы же взяты, вот эти сорта выведены. И она очень хорошо, корневая система развивается, болячек нету.
и она укрепляется. И когда наступает тепло, она уже почти готовая на этот, как она называется, к плодоношению. Мгм. И за это время, она по времени успевает все закладывать, и цветоносы, и саму это листовой аппарат. Тогда высаживаем в мае. В мае Лучше, высаживаем. да? В До самый 9 мая. Да, до 9 мая надо высаживать. И тогда будете с урожаем 3 раза успеете кушать эту ягоду. Просто в сентябре она будет очень много, обильно плодоносить. Ну, как я говорил, если прикрыть вот так ящиками этим вот так, да, еще в октябре можно кушать эту ягоду. Мгм. Так, хорошо. А еще какие советы, вот такие лично ваши изобретения, вот помимо веника, у вас же опыт-то большой по выращиванию клубники, еще какие-то такие, знаете, как это сейчас модно, молодежь говорит, лайфхаки. То есть такие советы ваши. Я вижу, вы человек такой фантазийный. Вот придумали веник для опыления, мы, грубо говоря, да? Еще что у вас здесь? Система полива у вас своеобразная, вы хотите, да, ее запустить сюда? Ну, капельный полив надо ставить, тогда меньше возни, потому что капельный полив, она ровно поливается. А когда вот так, ну, я человек не ленивый, быстро прошел лейкой, прошел или шлангом и пролил. Желательно, конечно, капельный полив. Она, дозировка идет нормально, и вот ягоды сколько вот. А нужно ли ее подрезать, обрезать как-то Нет, вот в нет, течение? нет. То есть вот как куст растет, да, так и как растет? растет, он так он и растет. Обрываем только вот сухие листики, да? которые Да, видим? вот который вот прошелся, посмотрел, болеет, там что-то вот такой уже что-то вот есть какой-то признак. Это микроэлемент какой-то не хватает, цинк или меди, или что-то такое. Особенно она реагирует, вот чтобы не болела, надо меди. А вы Нет, гонитесь за размером? Вот обычно говорят, вот на О! полках мы смотрим, если мелкая, как-то не очень, нам нужно покрупнее да посочнее. Вот чтобы крупнее это размер добиться, что нужно? Люди ошибаются. Мгм. Должно быть мера всегда. Это самые маленькие, вот средние сорта. Есть крупные сорта? Вот это сорт Азия, самый крупный из всех. Запоминаем, сорт Азия, самый крупный. Да, но он плодоносит, вот сейчас он у меня будет плодоносить, а потом будет усы пускать, и до осени. Вот ботва будет большущая, громадская, но он может 5-6 лет на одном месте расти. Так, это Азия. Азия, да. Это Крупная ягода, но маловато. Нет, урожай-то хороший, но имеется в виду, что она плодоносит 1 месяц или 3 недели, например. И все, кончилось. Ну, как лесная ягода. Да. Вот собрали урожай и все на А этом. здесь? А ремонтантный вот это, я же говорю, первая фаза идет, потом вторая, она чуть-чуть отдыхает, опять цветет по-новому и опять закладывает, вот опять же ягода. Опять то же самое. Ну, через 35 дней у нее такой период. Ну а по Ну, размерам она же не уступает. Нет, конечно. Она же тоже крупненькая. Все крупные. Но самый крупный, я и говорю, это Азия. Азия. Сама по себе. Мгм. Так, а вот давайте еще по сортам, по названиям пройдемся. Здесь вы что выращиваете? Если для любителей клубники, может быть, важно Да, будет. вот. Это Какие? сорт бравура у меня, да, он, оказывается, я вот посадил в этих, но он и болеет, и не идет он, оказывается, в малообъемке. Ага. Вот ягода, вот, смотрите, даже какая вот крупная, хорошая. Ну, и какая-то вот, что-то не хватает в моей почве. Тоже я никак не могу угодить, тут лаборатории-то у меня как таковой нету. Мгм. Так, это значит мы проэкспериментировали с ней. Еще какие сорта у вас? И вот это Шарлотта, это французский сорт, Хороша? очень хороший. У него ягода вкусная, вообще обалдеть можно. Самый вкусный, самый сладкий из всех этих моих сортов, которые есть. Шарлотта самая сладкая. Да, самая сладкая. Еще какие варианты у нас? И потом соната есть. Соната где у нас? Вот она вот уже плодоносила, вот там они, уже, да, вот на она той стороне все грядки. уже, вот она была и этот. И У потом нее какие плюсы у сонаты? у сонаты тоже сладкая, очень урожайная. И ягод на ней тоже много. Потом идет мальга. Вот она вот этот сорт. Вот он. Так стоит. Вот он. Он тоже очень урожайный, очень вкусный. Ранний сорт. Самый сверхранний, или как вот это. Он быстро это поспевает и дает урожай.
А ваш любимый, лично ваш? Мой любимый Да. Портола. Это что? Тоже сорт, название сорта. Он всегда с этой очень урожайный. Все, в этом году я его не смог приобрести. Мгм. И жалко. В прошлом году у меня было, да, я вот даже снял где-то у меня на видике есть там. Очень хороший сорт. Альбион вот тоже хороший. Это современные два сорта, которые... Где? Ну, они дорогие. Мгм. Сколько в среднем стоит кустик? Ну, вот, допустим, если для начального разведения. Ну, если взять. Ой, я выписываю, там они, мне в евро отправляют они, Мгм. там, когда я выписываю с Москвы. А И в то- рублях-то? в рублях получаются они где-то почти под 90. Мгм. И вы советуете для начала взять 10 кустиков, высадить их вот так вот. Да, для начала хотя бы 10, потом оставлять усы, укоренять их и размножить. И тогда вы будете... А зимой что вы с ними делаете? Я их укрываю. Укрываете и все, да? Да, укрываю. Тут все укрою полностью, вот как я вам говорил, вот эти грядки, да? Мгм. А эти, наоборот, вот так буду закрывать их, эти, ну, есть лутросилы и другими материалами, и все. Ага. Так, ну что, давайте мы уже подведем итог. В общем, клубника непривередлива. Нет, мы когда-то помидор не могли выращивать, научились. С клубникой такая же картина будет. Все подряд будут выращивать то же самое. Так что просто немножко внимания и забот о них. Мгм. И все, и радость больше. Как вы... Единственное, чем она радует, она и цветет красиво, и пользу дает. Мгм. Две радости сразу в одном человеке Да, называют. да. Ну что, дорогие друзья, если у вас есть вопросы Георгию по поводу выращивания клубники, свяжитесь с нами. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на экранах вашего телевизора. Пишите, звоните, мы обязательно передадим вопросы Георгию, и он с удовольствием ответит вам. Ну а вообще, я, если честно, уже готова завершить эфир, потому что здесь столько вкусного. И я буду, наверное, уже тут пробовать различные вкусы. А еще я хотела бы напомнить вам, дорогие друзья, что если вы хотите стать участником нашей программы, также свяжитесь с нами, и, возможно, мы приедем к вам на грядки, на дачные участки и посмотрим на ваш урожай. И еще напоминаем вам, что у нас стартовал конкурс на лучшую баньку. Тоже принимаем участие обязательно. Про баню вся информация есть в соцсетях. И, конечно же, что еще? Вот напомнила. И следите за нашими новостями в инстаграм-страничках. И пишите, звоните, мы обязательно ответим, будем рады сотрудничеству. Георгий, пользуясь случаем, я знаю, что вы родом приехали так к нам в Якутию-то уже давно. И долгое время жили в Верхневилюйске. Да, У вас там, наверное, Дерев- друзья остались? есть друзья. Привет, Верхневилюй, Сургулук, я вас люблю, ценю. Самый добрый народ. Всем огромного спасибо. Вот такой сегодня у нас герой замечательный, Георгий Оларь. Разводит клубнику, выращивает, не разводит, выращивает клубнику и живет ей уже, знаете, много-много лет. Если вы хотите попробовать вкусную клубнику, Георгий также вам в этом может помочь. На это время нашего эфира подходит к концу. Дорогие друзья, не прощаемся, увидимся завтра в это же время в 10:30 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Потели бедные операторы, Да. у нас тоже такой же мокрый, как и Очень жарко в теплице. Георгий, и смотрите, все-таки давайте еще раз попробую я одну клубничку. Посоветуйте мне, какую взять-то. Идите. Вот так вот. И покажу телезрителям. Какая красота. Вот так вот. Почувствовали бы вы аромат? Вот это та самая клубника, выращенная Георгием. Да вот приходит. У нас... Бабушки приходят с внуками собирать. В прошлом году с этих грядок собирали, они даже фотографировались. Многие в памяти осталось. Вот какая она вкусная, ароматная даже этот. Раньше, наверное, еще лет 30 назад клубника для Якутии была диковинку, да? Да и не знали, по-моему. Не знали. А сейчас приходят, фотографируются, кушают, покупают. Да, покупают. И главное, выращивают. Да. Поэтому, дорогие друзья, мы вновь напоминаем вам, что ничего нет сложного в выращивании. И невозможного. И невозможного. Всё Как можно. говорит Георгий, пробуйте, старайтесь. И самое главное, любите свое дело. Да. Увидимся с вами завтра в это же время. До новых встреч.